Как правильно собирать медвежий лук, жители села Галашки знают как никто другой. Здесь это основное и довольно прибыльное занятие в этом сезоне. Главные орудия охотника за черемшой – грабли и ножик. Сначала молодые побеги освобождают от снега и листвы, и только потом осторожно срезают. При этом важно не повредить листву, иначе следующего урожая можно и не дождаться. В Галашки группами направляются в лесные массивы для сбора растения. Bizler bu söz mastin hojmu divin tak z yahon kabar hej bajduk na bu tsna markadiyon der hamdu atish схабел унаха духпейт болш хамдыз. Сбор дикого чеснока в горах республики считается рискованным занятием. С началом сезона местные администрации регистрируют всех, кто отправляется на этот промысел. Это требуется для обеспечения безопасности граждан. Поэтому, прежде чем идти в лес, в обязательном порядке нужно получить справку у местных властей, предъявив паспорт. Без нее сборщики в массив не сделают ни шага. Мы им выдаем справки, справки для сбора черемши, для посещения лесной массив, для сбора черемши. И у нас идет запись его фамилии, имя, что есть его телефон номер, что я сбежу. И в других администрациях тоже мы сообщаем, что они тоже жители штата с указанием телефонов. Большие и густые леса, снег, непротоптанные тропинки могут сбить человека с правильной дороги. И есть опасность, что он не найдет обратный путь домой. Еще в 2022 году в лесу Галашки потерялись 3 человека. Их, конечно, нашли, но сотрудники МЧС предупреждают, необходимо двигаться только уже пройденным путем, не пытаясь сократить расстояние. При непредвиденной ситуации необходимо как можно точнее сообщить спасателям свое местонахождение по мобильной связи, если она есть. Заблудился, но у него есть связь, он может с телефона позвонить, а в лесу не могу, он объясняет примерно в каком районе, но не может выйти. Такие моменты бывают. Бывает, что человек не пришел домой, родственники там обратились в МВД или прямо к нам, или в администрацию. Вот таким образом к нам приходит информация о пропаже человека. И мы сразу начинаем, смена дежурная сразу выдвигается, и дальше мы собираем людей и ищем. Чтобы избежать подобную ситуацию, необходимо иметь при себе спички, фонарик, воду и медикаменты. Не стоит забывать, что собирать черемшу в одиночку опасно. Перед походом в лес, в первую очередь надо посмотреть прогноз погоды. Если он неблагоприятный, лучше не ходить. Если он все-таки собрался, надо сказать родным и близким, по какому маршруту он идет и примерно время, когда он должен прийти домой. Ежегодно в начале сезона за этим растением отправляются порядка 500 человек. И это не зря. Сезон сбора черемши – это не только возможность заработать и вкусно поесть, но и поддержать здоровье. Черемша – низкокалорийный диетический продукт, который в сыром виде содержит всего 35 калорий, включая белки, жиры и углеводы. Мало кому известно, что это растение помогает очистить желудок и кровь. А еще улучшается деятельность пищеварительного тракта, способствует повышению аппетита и активности желудочного сока. В России черемшу издавна использовали в народной медицине как средство от цинги. Эту болезнь вызывает острая нехватка витамина С. К тому же это отличное средство в лечении различных простудных заболеваний. Об этом говорят и врачи. Издревле известно, что оно помогает при острых респираторных заболеваниях, то есть содержит около 11 микроэлементов, такие как то есть имеет антибактериальные, антипаразитальные, противогрибковые действия, в общем, эфирные масла. Противопоказания для детей до 3 лет, так как у них еще организм очень сладенький. Плюс противопоказаниями являются такие заболевания желудочно-кишечного тракта, как гастриты, бульбиты, язвы, язвенные болезни желудка. Кто-то предпочитает черемшу, сорванную только своими руками. Но главное для всех – насладиться вкусным полезным растением и обогатить организм витаминами. Малика Измайлова, Джамалил Султыгов, Новости 24.